Бисмиллахир рахманир рахим, вассалату вассаляму аля расулиллах, ва аля алихи ва сахбихи аджмаин, амма ба'д. Уважаемые зрители, мы сегодня продолжаем наши с вами уроки. И сегодняшняя наша тема – 6-й аят из суры Аль-Фатиха. 6-й аят из суры Аль-Фатиха звучит таким образом. Ихдинас сираталь мустаким. Еще раз. Ихдинас сираталь мустаким. В этом аяте, в отличие от предыдущих аятов, существуют твердые звуки. Они у нас сад, ра, та, каф. Но по отношению к ним при произношении этого аята определенные правила, которые мы с вами, иншаллах, пройдем для правильного произношения и осознавания, четкость произношения этого аята. Итак, первое правило – ихди. Мы начинаем с и. Очень часто задаваемый вопрос, почему и, а голосовки нету. Давайте я постараюсь разъяснить это правило. Итак, ихдина – это повелительное наклонение, глагол повелительное наклонение. Правило гласит, если повелительное наклонение, то обращаем внимание на третью букву. Первая, вторая, третья. Огласовка третьей буквы будет соответствовать огласовке первой буквы. И поэтому ихдина. В арабском языке повелительное наклонение начинается с «и» или «у». С огласовки «и» или «у». В данный момент у нас огласовка третьей буквы кесра, и поэтому мы начинаем «ихдина». «Ихдина». Итак, четкое и ясное произношение звука «и». «И». «Ди». «И». «Ди». Таким выдохом. «И». «Ди». Следующее. Нун. Нун мягкий звук. Ихдина. Нет. Ихдина. Обратите внимание, у нас здесь удлинение. Ихдина. Но правило гласит, при слитном чтении естественное удлинение аннулируется. В данный момент на, вот это алиф, является естественным удлинением. При слитном чтении чего? Двух или более слов, естественное удлинение, которое находится на стыке двух слов, всегда аннулируется. Применяя это правило, у нас получается ихди нас. Сразу переходим на удвоение буквы сад. Завершаем произношение нун мягким произношением ихди на, а потом на букву сад. Ихди нас сира. Ихди нас сира. То есть звук кесры не должно, еще раз хочу заметить, не должно соответствовать звуку «ы» на русском языке «ы», «сыра», нет. «Ихдинас», у нас свистящий звук, «Ихдинас сира», «сира», такой резкий, плавный, быстрый переход на кесру, уходим. «Ихдинас сира», «ра», твердый звук. И у нас здесь удлинение в размере двух огласовок. Ихдинас сирата. Та твердый. Ихдинас сирата. Итак, словосочетание. Еще раз обратите внимание. Ихдинас сирата. Идем дальше. Так как мим является лунным, мы произносим звук лям. Сираталь, не тау, таль, лям, мягкий звук. Независимо с сукуном или с огласовкой, произношение звуков, она никогда не будет меняться. Если лям мягкий, значит она всегда будет произноситься мягким. Исключительные моменты – это уже отдельное правило науки таджвида. Ихдина сираталь мус. Как мы помните в предыдущих аятах, настаин, то же самое. Мус, син, свистящий звук, мус, удерживаем свист, вот это свойство. Мус, та, произносим та, мягкий звук у нас. Теперь каф, звук каф. Каф твердый звук, но при появлении кесры она переходит на мягкость произношения. Мустаким. Ки. И никакого влияния твердость не должно не оказывать на та. Итого получается
мустаким. Ихдина сираталь мустаким. При остановке переходим в сукут. Стандартное правило, которое мы с вами прошли. Удлинение касры. Буква каф будет 2 или 4 или 6. Но в данный момент мы выбираем 2, потому что в предыдущих аятах мы тоже с вами выбирали удлинение, долговатость в размере 2 огласовок. Итого получается. Обратите внимание. Ихдина сираталь мустаким. Еще раз. Ихдина сираталь мустаким. На этом мы с вами прощаемся. До новых встреч. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.